Товары на любой вкус и цвет. В Ингушетии открылись магазины «Магнит». Сегодня День воинской славы России, день начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских в битве под Москвой. Расскажем об акции «Я хочу учиться». Сотрудники фонда «Исхан» привезли в 5-ю школу Икажева 400 книг. Здравствуйте, это новости 24. Продукты питания, одежда, товары для дома, бытовая химия – все под боком и по выгодным ценам. Розничная сеть «Магнит» открыла первые торговые точки в Республике Ингушетия. Яркий фасад, комфортный интерьер, приемлемые цены. Отсюда без покупок выйти просто не получится. Хава Гагиева побывала на торжественной церемонии. Долгожданный момент, ножницы, красная ленточка и праздничное настроение. Сегодня открывается первый в республике магазин «Магнит». Очень важно для нас, для республики, это событие, огромное событие. Потому что сегодня оно несет с собой ту культуру, которая присутствует в компании «Магнит», торговли. И кроме того, я полагаю, что перспективы, которые мы полагаем, они реальные. Доступность, во-первых. И второе, это то, что это рабочие места. Это еще более важнее для нас. Потому что у нас очень трудолюбивые женщины. Я думаю, для них это не менее важно, чтобы у нас будет еще... Вы знаете, безработица уменьшаться. Если у нас до 300, предполагаем, рабочих мест будет в перспективе. Я хотел бы еще сказать, что продукты, которые будут поставляться в «Магнит», будут продукты местные наши. Местные производители будут сами поставлять. И единственное, одна вещь есть. Я думаю, есть определенный стандарт, требования к поставщикам этих продуктов. Но это тоже очень хорошо, потому что уровень наших производителей, он тоже поднимется. И культуру производства, и качество производства. Поэтому хочу только сказать, мы очень рады сегодня, что у нас открывается магазин «Магнит». И в дальнейшем будет огромная сеть. «Магнит» является уникальной компанией в российском ритейле. Наряду с продажей товаров розничная сеть занимается производством продуктов питания под собственными торговыми марками. Новые рабочие места, удобства на высшем уровне. Открытие такой франшизы в республике – знаменательное событие. Пройтись по магазинам, оценить качество товаров, а заодно и побеседовать с первыми покупателями решил глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов. Это же удобно сейчас, да? Это же вот качество, всегда срок годности, чек на руках. Понимаете, там не сомневаешься, можно ребенка кормить или нет. Вот когда берешь разные, и я вам скажу, цены, здесь очень такие всегда в «Магните», они для людей. Здесь все технологические процессы хранения на полках, холодильниках соблюдаются. Это очень важно. Для нашего здоровья важно, понимаете? Комфортно, стильно, а главное выгодно делать покупки. Интерьер магазина полностью выполнен новым брендингом формата «У дома». Замороженные продукты, свежие овощи, напитки и многое другое. Ассортимента тут и не счесть, а самое главное – по привлекательным ценам. В ассортименте магазина около 65% приходится на продукцию первой цены и более 18% на собственную торговую марку. Несмотря на то, что сегодня только открытие, покупателей предостаточно. Некоторые уже успели оценить качество. Магазин очень красивый. Не знаю, я первый раз в открытие. Но беркет ее К слову, в первый же день для этой бабушки подготовили подарок в виде специальной накопительной карты. При каждой покупке в «Магните» предъявляете эту карту, накапливаете бонусы, можно до 100% расплачиваться за покупку этой картой. Ее просто активировать. Открытие можно каждый раз приносить ее на кассу в любом городе. Берем.
Более 20 тысяч торговых точек в 65 регионах России. Как говорят работники сети, создание выгодных условий для покупателей – главное направление в их деятельности. Ассортимент очень большой. Цены постоянно меняются. Мониторинг цен идет ежедневно. Поэтому этот магазин очень выгоден для покупателей. Оценить магазин успели и самые маленькие жители Магаса. Например, Асланбек Нальгиев уже нашел свой любимый отдел вкусняшек. Теперь главное, чтобы сестра их купила, да и мама не поругала. Скажи, что ты купил? Покажи мне, пожалуйста. Эти краки, чипсы и шоколадку. А как ты думаешь, все это кушать вредно? Вредно, но ты все равно купил. Да. Тебе тут нравится? Яркий фасад, комфортный интерьер, говорящие вывески. Еще 2 магазина в форматах у дома и Магнит Косметик открыли в Сунже. В ассортименте также сделан упор товара на повседневного спроса. В последнем представлен широкий выбор товаров для дома, а также декоративной и уходовой косметики по доступным ценам. Хава Гагиева, Магомед Дидигов, Новости 24. Глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов и заместитель гендиректора, директор розничной сети «Магнит» Руслан Ариф Аглы Исмаилов подписали соглашение о сотрудничестве. Так, в регионе появится в ближайшие несколько лет около 40 магазинов сети, что обеспечит около 300 рабочих мест. До подписания соглашения они осмотрели выставку товаропроизводителей Ингушетии, которые планируют реализовывать свою продукцию в магазинах «Магнит». У Ингушетии есть что предложить крупным торговым сетям. Доказательства, да вот они вокруг нас. На выставке представлен широкий ассортимент продукции. Скоро ее посетит глава республики, ну а пока давайте осмотримся. Так, расскажите, что у вас здесь? У нас продукты пчеловодства. Есть мед, маточное молочко, прополис, перга. Такие продукты, которые являются не только питательными, но и лечебными. Мед на выставке представлен в большом ассортименте. Это не только сам мед, но и другие виды продукции из него. Цены приемлемые. Мы на рынке не первый день. У нас есть опыт продажи данной продукции. Наша продукция выставлена, продается в сети магазинов наших местных, в розничных торговых точках. Так что опыт есть. Товар здесь представлен как в простых стеклянных банках, так и в сувенирных упаковках. Относительно последних у главы республики возник вопрос о том, откуда закупается материал для деревянных бочонков и ящиков. Лескомбинат открылся, мужичок. Пусть линию ставит, и на это, и на то дешевле обойдется вам. Далее делегация переходит от сладких экспозиций к мясным. Абанхой Цицкиев продукт занимается производством различных изделий из мяса. Это колбаса, сосиски, а также копченые продукты говядины, баранины, конины и курицы. Объем большой. В общем, ассортимент есть. Магнит такая серьезная сеть, как вы думаете, будете справляться с соглашением? Ну, потянем, думаю, потянем. На выставке также представлена мучная продукция – хлеб, сдоба. Такой товар в продуктовых магазинах раскупается на ура. Главное, чтобы он был свежим и вкусным. Уже после осмотра выставки глава Ингушетии и Руслан Исмаилов провели совещание, где более детально обсудили сотрудничество. Так, к концу года в республике будет работать 5 торговых точек «Магнита» в Сунже, Назране и Магасе. В ближайшие 3 года «Магнит» намерен открыть в Ингушетии более 40 магазинов форматов у дома и «Магнит Косметик». А в дальнейшем будет рассматриваться возможность открытия семейного гипермаркета. Количество по-форматное мы будем определять в зависимости от потребностей. Рынок мы сейчас изучаем, мы очень верим в Ингушетию, мы очень верим в перспективу. Регион для нас крайне важный и, конечно, мы внимательно работаем. Я вот лично вчера объезжал все наши локации, над которыми мы сейчас работаем. Мы их утверждали, понимая, что в дальнейшем вот эти отправные точки, которые мы откроем сейчас, в этом году, в начале следующего года, позволят нам еще более понимать специфику местного региона. «Магнит» – одна из ведущих розничных сетей по торговле продуктами питания в России, лидер по количеству магазинов. За счет открытия франшизы в Ингушетии до конца 2020 года в компании будет трудоустроено около 50 человек, а в течение ближайших 3 лет – более 300. Для экономики в первую очередь, конечно, ведь это налоги, это первое. Второе, для экономики это занятость населения нашего. Потому что у нас, вы понимаете, есть недостаток рабочих мест. И я подчеркивал на совещании, что у нас именно вот женская половина вот наших жителей, вот как раз для них это будет очень важно. Третье, это ведь направленность политики
«Магнита» закупать местную продукцию. И вот подчеркнуто было опять его качество. Нам надо развивать вот этот средний малый бизнес. И они будут нам, и «Магнит» будет, если привлекать, они, вот как сегодня сказали, там вот ручная работа, там шоколада, да, небольшой объем. Они всего там делают 300, 300 там, по-моему, но небольшой. Но, понимаете, это качественный продукт. Я думаю, что если получится, что реализовываться он будет, да, она говорит, а я больше могу. Если у нас есть продукция овощная, да, фруктовая, поэтому экономически для нас это очень важно. Ну и другая сторона еще. Другая сторона. Знаете, у нас, да и везде, где сеть, «Магнит» предполагает культуру торговли. Это не менее важная вещь. То есть человек приходит, там все определено. Значит, какие продукции, там четко определены параметры. Он понимает, что там качество есть, срок годности проверяется, есть все нормативы в части обслуживания. Человек уже спокоен, он берет. И второе, ведь перечень, даже в этом маленьком магазине, открывшемся, перечень категорий продуктов достаточно, понимаете, чтобы человек, вот женщина что сказала, она говорит, вот говорит, хорошо, говорит, я здесь зашла, прошла, все, что нужно, купила и пошла домой. Ей не надо с одного магазинчика, с одного рынка бежать на другой рынок, понимаете? А это дает «Магнит». Вот именно у них направлено у дома, для людей, для жителей. Закрепляя сказанное на бумаге, стороны подписали соглашение. Оно предусматривает информационное взаимодействие, в том числе проведение совместных совещаний, круглых столов и иных мероприятий. Планируется и продвижение ингушских товаров в магазинах сети. «Магнит» намерен стать привлекательным партнером для местных производителей, помогать поставщикам расти и развиваться не только в рамках региона, но и выводить их на федеральную географию. А это около 22 тысяч магазинов по всей стране. Если поставщики будут заинтересованы, если мы увидим, что есть потребность наших покупателей в других регионах на подобные товары, что в том числе включает в себя, безусловно, высочайшее качество производимой продукции. Мы сейчас видели с вами на стенде и мед, и мясные деликатесы, молоко. Будет потребность, мы готовы возить эти товары через наши распределительные центры, нашим автотранспортом в другие регионы продавать. Также в рамках соглашения будут благоустроены торговые объекты сети и прилегающие территории для комфортного проживания населения. В Ингушетии планируют обеспечить доступность магазинов для инвалидов и других маломобильных групп населения. Муслим Ганиев, Адам Далаков, Новости 24. Сегодня День воинской славы России, день начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских в битве под Москвой. Этот праздник отмечается в нашей стране ежегодно 5 декабря. Контрнаступление, как второй этап битвы за Москву, началось с 5 на 6 декабря 1941 года на фронте от Калинина до города Елец. В историческом сражении принимали участие и наши земляки. Микаил Тангиев расскажет об этом. 30 сентября 1941 года немецкое командование отдает приказ армии двигаться на Москву и взять город за 4 месяца. Для Гитлера это одна из главных военных и политических целей в операции «Барбаросса». Фашисты стремились захватить город до наступления холодов, но их планам не суждено было сбыться. 10 дивизий вместе с 1000 танков и самолетов были за короткий срок переброшены с Дальнего Востока под Москву. Таким образом, СССР получил значительное подкрепление и ряды врага пошатнулись. 5 декабря 1941 года началось масштабное контрнаступление. Битва за Москву является одним из самых важнейших событий не только в истории нашей страны, но и всего мира, потому как ее исход решил дальнейшее сражение всей Второй мировой войны. Потому как после него у Гитлера сорвался план по быстрому исходу войны, блицкриг, и это очень важное событие для всех участников, всех наших земляков, для всей России и постсоветского пространства.
На сегодняшний день известно около 80 имен ингушей защитников столицы. Многие из них считаются без вести пропавшими. Один из них – Магомед Гирей Келигов из селения Ангушт пригородного района. К началу войны его срок службы в армии подходил к концу, но Магомед Гирей отправился на фронт и попал в 376-й танковый полк. В одном из столкновений с противником наш земляк не сдался врагу и проявил мужество на поле боя. В тот период, когда его танк был окружен живой силой противника и было предложено сдаться, он не захотел. Несколькими связками гранат и пулеметным огнем он уничтожил 30 человек. Его танк горел, но он не оставил свой пост, и когда его вытащили, у него обгорела вся спина и шея, он долго лечился в госпитале. За свой подвиг он был представлен к званию Героя Советского Союза, однако получил только орден Красной Звезды. На оборону Москвы были брошены все силы Красной Армии. В условиях численного превосходства вражеских войск советские солдаты насмерть стояли на защите своей столицы. Среди доблестных защитников в битве за Москву были не только мужчины, но и женщины. Ляля Ужахова в свои 18 лет ушла на фронт держать оборону столицы вместе с сотнями наших соотечественников. Она, поняв безысходность положения, добровольно записалась сначала на медицинские курсы, потом прошла подготовку артиллерийской школы и пошла наводчицей в артиллерию, воевала под Керчью, а потом и участвовала в противовоздушной обороне Москвы. Под ее наводкой был сбит не один самолет, и свою вахту она несла с достоинством, и к концу Великой Отечественной войны она была уже командиром артиллерийского орудия и отвечала не только за наводку, но и полное уничтожение самолетов и живой силы противника. Первые фотографии и документы о битве за Москву в Музейном фонде республики появились еще в начале 70-х. Работники музея до сих пор кропотливо собирают данные об этих мужественных людях. По нашим спискам их было 73 человека, но сейчас мы готовы добавить еще 3 имени. Работа по этому направлению, она продолжается и будет продолжаться. К нам приходит очень много наших жителей с материалами. И мы каждого учитываем, каждого вносим в списки по фронтам. Несколько человек, которые пропали без вести именно по ходу этой битвы. Есть те, кто прошел до победного конца. Есть те, кто золотыми буквами вписал свое имя в историю нашего народа и всего государства. Помимо политического значения, Москва являлась крупнейшим узлом всех видов коммуникаций, потеря которого могла отрицательно сказаться на ведении боевых действий и работе промышленности. Спустя 3 года после этой операции Президиумом Верховного Совета СССР была учреждена медаль за оборону Москвы, которой было награждено более 1 миллиона человек. Велика Россия, а отступать некуда. Позади Москва. Эти слова стали настоящим девизом для советских войск и своего рода призывом идти в атаку. Красноармейцы измотали врага в оборонительных сражениях и отбросили на несколько десятков километров от столицы. Войска вермахта, считавшиеся непобедимыми, спешно сдали позиции, неся огромные потери. Героизм, проявленный в эту ночь, навсегда доказал храбрость, сплоченность и самоотверженность советских солдат в Великой Отечественной войне. Михаил Тангиев, Марбек Миржоев, Новости 24. Он делает людей ближе. Сегодня юбилей у профессионального строителя Маули Баркинхуева. Ему исполнилось 80 лет. Его трудовая деятельность напрямую была связана с транспортным строительством. Железные дороги, аэропорты в Минводах, Беслане, Грозном и не только. Не всегда было легко, но он точно знал, чего хочет от этой жизни. Подробности у Тамары Хашагульговой. Глядя на Маули Ахметовича, не скажешь, что ему уже 80. Его задора, жизнелюбия и оптимизма хватит на 10. Блестящий строитель родился в далеком 40-м, накануне Великой Отечественной, в Ангуште. Спустя 4 года он вместе с родителями, братом и сестрами был депортирован в Казахстан. Спустя время умер отец, и 7 детей пришлось воспитывать в одиночку маме. И она, когда отца не стало, уже другого выхода нет. Начала людей обшивать, местных, кого надо, кому бесплатно помогала ингушам. Вот, обшивать, и нас кормила хорошо, нормально. Все, кто пшеницу, кто муку, кто там копейки даст. Вот, так выходили с положения. Вот, тяжело было все равно. И тогда он твердо для себя решил, будет хорошо учиться, чтобы помогать семье. Знания давались легко, но дорога к ним была непростой. В пургу и в холод приходилось учиться в 10-20 километрах от дома. Пешком ходил, учился.
А потом около 20 километров расстояния после 7 класса. А там на неделю брал я пару, ну, как хлеб. Вот. Толстая, потолще только, чтобы хватало. На неделю берешь, и ты там знаешь, сколько надо в день кушать. Или один раз какой кусочек кушать. Уже тогда зародилась мечта о высшем образовании, но на пути к этому было много сложностей. Еще подросткам пришлось работать на целине и слесарем, и электриком, и водителем, и объездчиком лошадей. От нашего центра, вот этот Акуль, который я назвал, до Кинес, туда-обратно 40 километров, 20 туда, 20 сюда. И вот ты едешь туда, кнут у тебя, лошадь, как хочешь, от 10 или 20 лошадей выпускает парней. Вот кто первый приезжает сюда, неважно, как ты поехал, вот доехал до точки, там тебя отметили, человек стоит, и ты приехал сюда. Вот. Денежки давали нам, один раз ружье даже дали. Только в 1964 году обстоятельства позволили поступить в вуз. В 1969 году он закончил Казахский химико-технологический институт по специальности промышленное и гражданское строительство. С этих пор и начался его путь в профессию. Тогда же Маули Ахметович был направлен на сооружение железнодорожной линии Гурьев-Астрахань. Сначала он был старшим прорабом, в 1973-м главным инженером строительно-монтажного поезда, а уже через 10 лет управляющим Кавказтрансстроя. Когда я работал в Владикавказе, управляющий трестом Кавказтрансстрой, а он в 17 республиках работал. Самый маленький округ, маленькая республика, вот Ростовская область, как республика есть, ну, он 6-7 раз больше, чем Ингушетия. Самая маленькая была 3 раза больше, чем Ингушетия, 17. Представь себе, от Оренбурга, включая Астрахань, и до Горки, где он, через Кавказ весь. Железнодорожный вокзал в Астрахани, строительство аэропорта в Грозном, Беслане, Гурьеве и Минводах. Самое значимое для него – это все же транспортное строительство. Как говорит Маули Ахметович, если проложил железную дорогу, то считай, что построил и все остальное – школы, детские сады и больницы. Именно железная дорога считается самым сложным и важным сооружением в промышленном и транспортном строительстве. Мы построили Бенеокунград даже, через Амударью. Глубже и шире реки нету. И скорость реки такая. Представляете? Вот. 1 километр 400 метров ширина моста получилась. Там. Теперь бывает через горы строят, через бугры. Бывает через воды. Мосты надо построить. Туннели надо под низом, чтобы проехать. Сколько я их построил, туннели. Столь высокие достижения в строительстве не остались без внимания. На его счету Орден Трудового Красного Знамени, Орден Дружбы Народов, звание почетного железнодорожника Советского Союза и Орден за заслуги. Его имя не раз фигурировало во многих энциклопедиях известных транспортников-строителей. Да и самому Маули Ахметовичу не раз предлагали высокие посты. Но он всегда придерживался принципа: каждый должен заниматься своим делом и зарабатывать на жизнь честно. Для меня другого не было. Работать, платить зарплату, как положено. Вот это воровство туда-сюда. И здесь народ понял, удивлялись некоторые, приходили предложением. Дарик халдасата, вот то-то, то-то, аздуре, аз мушатига, ахун, плата дар итчарат, ошара, ждать будет, пока не заберешь. Или какой там я... Никогда. Работа не стала помехой и для личной жизни. В конце 80-х он обзавелся семьей. У него 2 сыновей, 2 дочери и, конечно, любимые внуки. Сейчас Маули Ахметович на заслуженном отдыхе, хотя пенсионером его ну никак не назовешь. Тамара Хшагульгова, Асхаб Белакиев, Новости 24. Сегодня во всем мире отмечается Международный день добровольцев. Сферы деятельности, в которых можно увидеть безвозмездную работу волонтеров, разнообразны. Эти люди вызываются помогать убирать общественные территории, распространять плакаты, бесплатно проводят экскурсии, организовывают праздники и многое другое. Сегодня таких отзывчивых людей наградил волонтерский корпус Комитета по делам молодежи. Эти слова благодарности и поддержки адресованы людям, которые всегда находятся на передовой и совершают добрые дела, не требуя взамен ничего.
волонтерам. Трудолюбивые и активные в обычные дни, скромные в свой праздник. Мустафа Гомкартиев стал добровольцем в 2017 году. Тогда он еще не знал, что означает в полной мере быть волонтером. Новые знакомства и общение с интересными людьми сменялись постоянными трудностями. Кое-где даже успел отличиться как нарушитель правопорядка. Не без иронии рассказывает Мустафа. В 8 мы уезжали утром, чтобы раздавать сах, и возвращались только в 9 вечера. То есть столько было людей, и нас не хватало, рук было мало. И как-то раз я поторопился и сделал обгон по сплошной полосе. И меня там поймали гаишники, и штраф 5000. Вы знаете, для волонтера это не маленькая сумма, но опять же во время карантина это было, скажем так, не очень хорошая новость и неприятный момент. Но все равно мы не сдавались, мы работали. Пожалуй, невозможно назвать ни одно мероприятие, в которых бы они не принимали участие. Мустафа со своими единомышленниками отзывался на многочисленных донорских и благотворительных акциях, таких как раздача сага и оказание содействия пожилым и людям с ограниченными возможностями здоровья. Во время тяжелой эпидобстановки в регионе тогда они, рискуя заразить себя и своих родных, сами шили и раздавали маски. Я лично был волонтером волонтерского центра «Пашта Единой России». Я был волонтером КДМ, Общенародного фронта, поэтому пытался везде успевать. И работы было куча, помогали как могли. Примеров их самоотверженного труда множество, самый яркий из которых – это организация концерта, посвященная 250-летию единения Ингушетии с Россией. Проведение по-настоящему зрелищного, красивого и массового мероприятия не обошлось без помощи волонтеров. Было тяжело, но было интересно, весело из-за команды, которая с нами была. И, конечно, само мероприятие тоже было интересно. Поэтому это больше вдохновляло на волонтерскую деятельность именно в этот день. Сегодня всем своим видом они подают пример и тем, кто относится к мерам по противодействию коронавирусу безответственно, соблюдает дистанцию и масочный режим. И во избежание массового скопления людей пришли сюда в количестве 30 человек. По словам Анзора Мархиева, впереди запланированы даты награждения и остальных добровольцев Комитета по делам молодежи, а их около 200. Если бы эти ребята больше ничего не сделали даже в этом году, они уже заслуживали за это благодарности. Грамоты в руках этих креативных и активных молодых людей как знак благодарности и признательности за их вклад, труд, да и просто отзывчивость. Ведь они вместе со всеми разделяют как яркие праздничные, так и моменты сопереживания в жизни республики. Муслим Ганиев, Адам Мережков, Новости 24. 400 книг – это учебная и художественная литература, приобрел для 5-й школы Кажева фонд «Ихсан». Акция «Я хочу учиться» стала возможной благодаря неравнодушным людям. Удалось собрать 150 тысяч рублей. Хава Газикова с подробностями. Акцию «Я хочу учиться» фонд «Ихсан» проводит уже на протяжении 4 лет. Большинство учебной литературы школьники уже разобрали, а вот художественная – это зарубежная, русская, ингушская – все еще ждет своих читателей. И дождалась. Конечно, книги для старших классов детей не заинтересовали, но вот детская литература определенно привлекла внимание. Абдулла – постоянный посетитель школьной библиотеки. С задумчивым видом читает новую книгу, которую выбрал, и пересказывает сюжет. Я читала книгу. В ней было стихотворение «Дело было в январе». На горе были стихотворения. На горе была елка, а за ней стая волков. Когда волки нашли логово зайцев, все зайцы напрыгнули на елку на горе, создали узки и притворились игрушками. Больше детей новой литературе радуется руководство школы. По словам заведующей библиотеки, до этого из-за острой нехватки книг школьникам приходилось нелегко. Необходимый материал для учебы они детям ксерокопировали или же просили у других школ. Особенно в начальных классах у нас была нехватка. Не скажу, что маленькая, достаточно большая нехватка. Вот недавно, буквально месяц назад, нам помог благотворительный фонд «Ихсан». Нашим нуждающимся детям мы оказали помощь. Вроде сейчас все дети наши укомплектованы, у всех есть учебники. Проблем нет. Хочу от себя и от своего коллектива поблагодарить фонд «Ихсан» за оказанную нам помощь.
Более 400 книг для 5-й школы приобрел фонд «Ихсан» через приложение. Благодаря неравнодушным пользователям они за месяц собрали около 150 тысяч рублей. Такие акции они проводят с самого начала создания своего фонда. Эта акция идет уже, как я сказал, 4 года, и мы ежегодно 20 сентября или после этого, в октябре, проверяем школы, узнаем, есть ли дети, и, соответственно, выбираем. А в этом году у нас выбор пал на эту школу. Именно почему? Потому что это новая школа, тут библиотечного фонда как такового не было, и необходимость учебников была острой. Поэтому мы в этом году решили расширить акцию и сделать так, чтобы детям достались именно учебники. В прошлом году фонд также помог детям из малоимущих семей Малгобекского района, только канцелярией и теплой одеждой. А в будущем активисты планируют уже оказать поддержку детским домам за пределами республики. Хава Газикова, Магомед Белакиев. Новости 24. Ингушские грэплеры принесли 4 первых места на открытом турнире по спортивной борьбе в разделе No G. Так, Ахмадхан Боков завоевал золото в весовой категории до 70 килограммов. Его схватка была признана самой зрелищной на турнире. Иса Баркинхоев, Ибрагим Хачируев и Абубакар Мистоев также заняли первые места в весовых категориях до 75, 80 и 85 килограммов. Следите за новостями на канале Ингушетия и до встречи в эфире.